Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 25 февраля 2020 года. Выпадает карта Лиса из колоды Ленорман. День обещает быть очень энергичный. Это карта как символ огня. Везде, где нужно проявить настойчивость, везде, где нужно выйти за рамки, это как раз вот день, подходящий для решения подобных вопросов. Если нужно куда-то поехать, переехать, если нужно научиться делать то, что мы никогда не делали, да, вот здесь вот действительно будет энергия на то, чтобы это все осуществить. Кроме того, карта связана астрологически с Нептуном как планетой иллюзий. Поэтому, конечно же, обманы здесь могут быть по этой карте, и другие люди могут обманывать нас, и мы можем кого-то вводить в заблуждение, и можем даже самообманом заниматься. Очень часто, вот, когда действует Нептун, мы принимаем желаемое за действительное, либо вот совершенно неправильно смотрим на реальную ситуацию, и через какое-то время оказывается, что мы ошибались. Да? Вот не нужно быть уверенным во всем, что нам кажется правильным, особенно если имеет это какое-то критическое значение. Да? Нужно оставить ситуацию и подождать, если это возможно, потому что, скорее всего, завтра вы уже совершенно по-другому на это взглянете. Кроме того, нужно проверять все документы, чтобы никто вас не подвел, не подставил. Нужно обязательно сохранять спокойствие в каких-то критических ситуациях. Нужно быть внимательными со словами о себе, да, какую-то личную информацию не передавать сегодня, чтобы ей не воспользовались как-то вам во вред. Также карта связана с повседневными делами, когда у нас много дел, хлопот, суеты. Это карьера, это карта также связана с карьерой. Это может быть повышение по карьерной лестнице, занятие какой-то должности. Может быть, вы будете очень как бы ярко проявлять себя в своей профессии, как-то необычным образом, то, что вот только вам подходит. Так как эта карта все-таки с Нептуном связанная, то есть с творчеством, фантазией, да, то вот это все будет очень успешно сегодня. Ну и, конечно же, опасаться нужно манипуляций и самим не манипулировать, если только вот ситуация требует этого, да, то есть, может быть, вы себя таким образом защищаете. В общем, чтобы нас никто не обманывал и не предавал, нужно самим соблюдать вот такую осторожность, то есть не давать как бы повода, не создавать условий для того, чтобы это произошло. Друзья, желаю замечательного дня, желаю воспользоваться им на благо себе. Всего вам доброго, до новых встреч.